Качества и таланты, которые вы в себе недооцениваете. Качества не выносите на дух изменщиков, предателей, лжецов. Вы себя считаете, ну вот когда такие вещи происходят, когда вас обманули, вы считаете себя ребенком, которого обвели вокруг пальца. А вы чистый человек, которому, ну вот это не нужно, вы так не живете. Поэтому вы недооцениваете свою вот это правдолюбие, вот это вот честность. Это абсолютно недооценено. Это ваше преимущество, а не недостаток. Поэтому не надо себя ругать, и просто таких людей не нужно пускать в жизнь. Просто внимательнее присматривайтесь. Вы умный человек, вы человек, который умеет строить коммуникации. Соответственно, когда яркий человек, умный, когда может красиво сказать или объяснить, или там какими-то такими вот разговорными или знаниями блещете, к таким людям липнет всякая грязь. Поэтому просто вот эту грязь нужно сшибать с себя, идти дальше. Не нужно зацикливаться на том, что вас там в дураках оставили. Идите в новое, вон вам и арканы говорят. У вас судьба другая. Вам, если партнер, то он такой, вам ровня должен быть такой же умный, такой же умеющий построить коммуникацию, умеющий выразить грамотно свои мысли, не то вот интересное нечто, которое говорит вроде на одном языке с вами, а вы его не понимаете. Не такой. Вам другой нужен человек. Если переживаете насчет того, что вас предал какой-то, то радуйтесь, кому еще больше не повезло, к тому, может быть, этот вот нечто ушел и открыл вам пути для счастья, а не для того, чтобы вы печалились и переживали за то, что вас вот в дураках оставили. Поэтому слушайте свой внутренний голос, слушайте свое внутреннее чутье, и не надо себя менять. Пусть меняются те, кто недостойно себя ведет. А вы не теряйте возможности найти себе семью, то есть вот тех людей, которые подлецы, предатели, смело убирайте из своей жизни. В вашу жизнь как раз в жизни освободится место для нормального человека, для умного, того, кто сможет вас, поможет вам больше расцвести, чем вот завянуть и плакать, печалиться не пойми о ком.